Сейчас давайте посмотрим, да, физика, вот которая вторая, физические системы тела, вещество, энергии, взаимодействие, прочее, потом космос. То есть, как бы нам надо, значит, разобраться с тем, что, как устроен мир. Вот эта тема, которая от атома до Вселенной и тело, вещество, энергия. Это то, что я с чего должен был начать сегодня, да? Собственно говоря, значит, давайте мы начнем с двух роликов. Значит, коллеги, я сразу предлагаю, значит, прям их вам использовать и использовать в рамках... Когда мы говорим о том, что как устроен мир, лучше... Я подумал, что можно было сделать презентации, да, то есть, как бы, но на современном мире вот такие видеоролики, они наиболее прогрессивные. Мы подобрали целый набор под каждую тему, там 2, 3, 4, там, ну, плюс-минус минутных роликов, которые можно использовать в рамках уроков. И я вам прям рекомендую их забрать, использовать, во-первых, в системе повышения квалификации, то есть мы как бы подводим черту, мы переходим в следующей содержательной линии, это физические системы тела, вещество, энергия, и, значит, ну вот их использовать, да, то есть как бы я буду говорить о том, что где-то, например, вот для того, чтобы построить следующую систему, космические системы, я бы предложил вам использовать ролик. Нет, можно на один шаг назад сделаем? Миша, мы же забыли с тобой про Хиджакову. Мы не забыли про Хиджаку. Коллеги, можно еще до Кургизакта я хочу вам показать позиционирование. Извините, я просто немножко сбился на вот этой вот разговоре про то, что их нету. На самом деле все есть, но просто как-то я затерялся. Сейчас, то есть вы считаете, что вам надо распечатать, я правильно понимаю, всем, да? То есть вот эту вот систему. Нет, можно все, что хотите. Если удобно, просто у нас как бы... Да, но если надо, мы распечатаем. Миша, распечатаем, ради бога, у нас не проблема. Все хорошо. Коллеги, вы все получите, а то я как-то слетел немножко. И мы вас добавим все в одну группу. Джамал, а где ты? То есть Джамал сделает, хорошо, мы сделаем из вас одну группу, ради бога. Это технические вещи, которые просто мы всегда распечатывали просто все, но подумали, что в этом цикле уже легче, вам же с интернетом легче работать, чем перебивать это, поэтому только взяли. Ну, но если как бы удобнее так, то это не проблема. Вот, значит, что мы хотели сказать? Вот, значит, для нас немножко таким ироничным элементом, но он очень важный. Вот завершение того цикла, который является системой мироздания, является вот этот знаменитый Ералаш, ролик, вот эта «Тихая украинская ночь», который вы, наверное, все видели, но давайте посмотрим. То есть здесь как раз-таки показан принцип, что она, вот эта учительница, но давайте мы потом обсудим, с моей точки зрения является, носителем целостной картины мира, а настоящим... А сейчас с вами позанимается... Елизавета Николаевна. Елизавета Николаевна. Вот когда вы подрастете, она закончит институт и будет учить вас географии. И астрономии. И астрономии. Товарищ, что там такое? Вы же мешаете. Мальчик, мешаешь мне. Извините, я больше не буду. Садись. А какой у вас сейчас был урок? Вернее, идет. Какой у вас сейчас урок? Литература. Да. Ну что ж, ничего страшного. Я хочу вам предложить не настоящий урок литературы, а продолжить его в новом качестве. Вы не возражаете? Давай! Я не буду вам сейчас ставить отметки. Просто пусть кто-нибудь из вас прочтет нам свои любимые стихи, а мы потом их обсудим. Ну, кто первый? Кто может прочесть любимые стихи? А? Кораблев. Кто Кораблев?
Елизавета Николаевна, но я уже читал. Спросите у всех. Да, он читал. Только что. Ну что? Я же... Товарищи, я верю. Но я не собираюсь ставить отметки. Это же не урок. Я же... Ты же... Да читал я. Только что читал стихи. Товарищ Кораблев, я верю. Меня только что но спрашивали. Нет, я прошу прочесть любимые стихи, а мы все их обсудим. Ну ладно. Ну ты... Какие нам прочтешь стихи? Он Некрасова очень любит. Да. Ну, давай, Некрасова. Отрывок из поэмы «Полтава». Это Пушкин. Но вы же просили любимое. Да, ну, извиняюсь, пожалуйста. Тиха украинская ночь. Тиха украинская ночь. Прозрачно небо, звезды блещут. Своей дремотой превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут серебристых тополей листы. Луна с полночной высоты над белой церковью. Прекрасно. Над белой церковью сияет. Ничего, ничего. Достаточно. Нам этого достаточно. Ты прекрасно читал стихи. И стихи великолепные. А скажи, Кораблев, задумывался ли ты когда-нибудь, какую гигантскую научную информацию дает художественная литература и поэзия пытливому уму? Я ко всем обращаюсь. Ну, хорошо. Я вам помогу. Скажи нам, Кораблев, что ты понял в этих стихах? Кто я? Все понял. Говори. Луна, звезды, тополя. Все спит. Да. А вот ученый на твоем месте, даже никогда не бывавший на Украине, между прочим, заметил бы, что, оказывается, Украина находится в стороне от центра перемещения континентальных масс воздуха. Дальше. Тиха украинская ночь. Прозрачное небо. Небо, Звезды блещут. блещут. Всего одна строка. Прозрачное небо, звезды блещут. Садись, садись, Кораблев, ты нам больше не нужен. А как много говорит нам Пушкин в этих прекрасных словах. Оказывается, в это время года количество осадков на Украине минимальное. Поэтому небо прозрачно, звезды блещут. Дальше. Чуть трепещут серебристых тополей листы. Одна строка, но как много она нам говорит. Оказывается, арктические бури, которые сотрясают север земного шара. Оказывается, суховеи, которые потрясают Азию. И страшные ветры, которые сметают с лица земли Западную Европу, не трогают центральную Украину. В это время года в Белой церкви нету. Собственно говоря, хотели вам показать учителя естествознания, которого мы хотим получить. Что независимо от того, с какого вот эти моменты, которые хочется как бы показать, что как бы она же собрала, да, видите? То есть на самом деле это достаточно, вот то, что пытливому, я, например, бы не допытливил. Вот. Но для меня это, конечно, пример очень хорошего
подхода к собиранию целостной картины мира, потому что ну, реально вводятся, во-первых, там началась проблематизация, конечно, по их мордашкам там видно, вот что это проблематизация, несомненно, да, то есть, как бы, и второе, что, как бы, видите, вот каким образом внутри даже художественного образа вычленяются естественно-научные объекты, да, то есть, это вот, и мы хотели привести пример, что она знала, что она делает, потому что у нее была вот эта вот компетентность, и она с этим начала работать, поэтому, ну, это один из тех примеров, которые мы, наверное, считаем хорошим. Давайте ей похлопаем и всем это, и пусть Украине все будет. Значит, коллеги, тогда дальше мы переходим с вами уже к следующей, значит, как устроен мир, но для того, чтобы понять, как устроен мир, мы должны понять о том, как мы устроены, да, то есть, как бы, и в этом смысле вот этот переход между, значит, системой миропонимания и физическими системами, мы предлагаем вам использовать ролик Кургизак, это специальный образовательный канал немецкий, это один из ведущих сейчас каналов. Значит, вообще я его, конечно, слушаю на английском. Вот в этом вся проблема, он английский. То есть не все ролики переведены. Поэтому я предлагаю сделать два момента. То есть, как бы, один, подписаться на Кургизак на английском. И вот сейчас то, что Миша покажет, там есть какие-то, ну, много роликов переведено, но я смотрю с этим, с Google переводчиком. Да, и очень хорошо. Когда вниз подстрочник, хоть на киргизский, хоть на русский, в принципе, и то плоховато переводит, но понятно. Да, то есть, как бы, поэтому мы сейчас посмотрим, потому что, по-моему, второй вот это, что такое вещь, по-моему, не знаю, сейчас посмотрим. Вот смотри, канал... Есть ли граница, которая... Deutsche Welle, видите, Deutsche Welle переводил на русский. То есть, есть канал сам Кургизак, да, то есть, как бы, 2x2. Вот он, видите, да, то есть, как бы, Кургизак на русском, видите, да? Вот, и в ваших материалах мы также положим, не переживайте, но просто запомните, что это один из хороших каналов, так же, как Veritasium, Кургизак, Постнаука. Вот сегодня мы с ними будем знакомиться. То есть я сказал, что мы переходим в некоторый другой тип обустройства, чтобы у вас что-то сохранилось, чем вы будете тыкать уже в них. Есть ли граница, которую нам не преодолеть никогда? Есть ли такие места во Вселенной, до которых мы никогда не доберемся, как бы ни старались? Оказывается, есть. Даже технологии из научно-фантастических романов не позволят нам выйти за пределы отведенного нам островка во Вселенной. Почему? И докуда вообще мы можем дойти? Мы живем в спокойном уголке Млечного Пути в спиральной галактике среднего размера диаметром около 100 тысяч световых лет, состоящей из миллиардов звезд, газовых облаков, темной материи, черных дыр, нейтронных звезд и планет. В центре галактики сверхмассивная черная дыра. Я как это, коллеги, вот смотрите, видите, уже сразу задаются объекты. И мы вам предлагаем этот же принцип. Я сейчас буду его показывать когда космических системах, но принцип один и тот же. То есть можно либо ты в картинках их задаешь, либо в там проекциях, либо каких-то, ну, не знаю, снимках Хоббла, но первый этап, который ты должен как бы задать, это рассказать им о, собственно, объекте, да, то есть, как бы, и вот этот, то есть здесь, почему мне нравятся еще эти ролики, помимо того, что я сейчас не буду больше, наверное, прерывать, но вопрос в том, что они построены по принципу правильного когнитивного вот этого цикла. Да, то есть, как бы, когнитивный цикл предполагает, что ты сначала задаешь объект, выявляешь к нему отношения, мы пройдем по этому еще раз, анализируешь это, то есть, как бы, объект, отношения, анализ и какие-то решения, которые мы делаем. То есть обратите внимание, что во всех этих роликах этот цикл соблюден, и поэтому они такие прекрасные носители. Но на цикл мы потом положим на цикл образования и колба, хорошо? Просто вот я хотел этот элементы психологии тоже вам показать. Да, пожалуйста. Я нарисую пока этот цикл, а вы смотрите сюда это. Издалека наша галактика выглядит плотной, но в основном она состоит из пустоты. С нашими сегодняшними технологиями полет человека к ближайшей звезде займет тысячелетия. Итак, наша галактика реально велика. Но и Млечный Путь не одинок. Наряду с галактикой Андромеда и более чем полусотней карликовых галактик мы часть местной группы, области диаметром около 10 миллионов световых лет. И это всего одна из сотен групп галактик в сверхскоплении Ланиакея, которое, в свою очередь, является одним из миллионов сверхскоплений галактик, образующих видимую часть Вселенной. А теперь представим, что нас ждет
прекрасное будущее. Человечество станет цивилизацией третьего типа. Ее не уничтожат пришельцы, и на основе сегодняшних представлений о физике будут разработаны межзвездные путешествия. При этом самым лучшим развитием событий, насколько далеко мы сможем забраться. Ну хорошо, до пределов местной группы. Это крупнейшая структура, частью которой человечество сможет когда-либо стать. Но и гигантская местная группа составляет всего лишь 1/100-миллиардную видимой части Вселенной. Давайте попробуем осознать эту цифру. Все достижимое нам пространство — только 1/100-миллиардная процента видимой части Вселенной. Сам факт, что у нас есть предел, и до такой огромной части Вселенной мы не доберемся никогда, просто пугает. Почему же мы не сможем идти дальше? Все дело в природе пустоты. Пустота или пустое пространство не пустое, а обладает присущей ему энергией, так называемыми квантовыми флуктуациями. В самом малом масштабе происходит постоянное взаимодействие. Частицы и античастицы возникают и уничтожают себя. Квантовый вакуум можно представить себе как кастрюлю, в которой кипящая жидкость где-то более, а где-то менее плотная. Теперь вернемся на 13 миллиардов 800 миллионов лет назад, когда космос был совсем пустым. Сразу после Большого взрыва, во время процесса, известного как расширение Вселенной, видимая часть космоса размером с горошину расширилась на триллионы километров за доли секунды. Внезапное расширение Вселенной было таким стремительным и экстремальным, что все эти квантовые флуктуации тоже растянулись. Расстояния на субатомном уровне стали галактическими, с пустыми и плотными областями. После расширения гравитация начала притягивать все части друг к другу. В самом крупном масштабе расширение было слишком быстрым и мощным, но на более мелком уровне стало побеждать притяжение. Через некоторое время плотные участки образовали группы галактик. В одной из таких мы сегодня и живем. Материя только внутри нашего островка местной группы стягивается гравитацией. Но подождите, в чем же проблема? Почему мы не можем путешествовать с нашего островка на другой? Дело в темной энергии. Она все усложняет. Около 6 миллиардов лет назад темная энергия начала свое дело. Это, в общем, невидимая сила, служащая причиной и ускорителем расширения Вселенной. Мы не знаем, что это такое и откуда она взялась, но мы четко видим производимый ею эффект. На ранней стадии Вселенной рядом с местной группой находились большие холодные участки, которые превратились в большие кластеры из тысяч галактик. Мы со всех сторон окружены всякой всячиной, но все эти находящиеся за пределами местной группы структуры и галактики гравитацией с нами не связаны. Так что чем больше Вселенная расширяется, тем больше дистанция между нами и другими гравитационными островками материи. А темная энергия будет уводить остальную Вселенную все дальше от нас, делая другие кластеры, галактики и группы все более недостижимыми. Ближайшая группа галактик находится уже в миллионах световых лет от нас, и при этом она удаляется с такой скоростью, что догнать ее нет никакой надежды. Если мы покинем местную группу и отправимся во мрак межгалактического пространства, то мы просто никогда никуда не прибудем. В то время как мы будем отдаляться, местная группа будет сжиматься и трансформируется в гигантскую эллиптическую галактику с не слишком оригинальным названием Млекомеда уже через несколько миллиардов лет. Но все еще более печально. В какой-то момент галактики за пределами местной группы настолько отдалятся, что станут слишком тусклыми, и те немногие фотоны, которые все же долетят до нас, будут искажены настолько, что мы не сможем их распознать. Когда это произойдет, информация о том, что происходит за пределами местной группы, станет для нас недосягаемой. Вселенная станет невидимой. Во всех направлениях мы не будем видеть ничего, кроме тьмы и пустоты, во веки веков. Те, кто родится в далеком будущем в Млекомеде, будут думать, что во всей Вселенной не существует ничего, кроме их галактики. И чем больше они будут всматриваться, тем больше они будут видеть тьму и пустоту. Они не смогут видеть радиоактивное излучение из космоса, а потому не смогут узнать и о Большом взрыве. У них не будет возможности узнать то, что мы знаем сегодня — природу происхождения Вселенной, как она возникла и как она исчезнет. Они будут думать, Вселенная статична и бесконечна. Млекомеда станет островком во мгле, который будет становиться темнее и темнее.
Местная группа со своими триллионами звезд, несомненно, достаточно велика для человечества. Мы до сих пор не разгадали, как покинуть Солнечную систему, но у нас еще есть миллиарды лет для исследования нашей галактики. Нам невероятно повезло жить в то время, когда можно видеть не только наше будущее, но и наше далекое прошлое. И несмотря на изолированность и отдаленность местной группы, мы можем постигать Вселенную огромную и невероятную, какой она и является, прямо сейчас. Ну вот, коллеги, давайте теперь обсудим. Значит, во-первых, я хотел сказать, что здесь у нас как раз-таки цикл, да, который я написал, то есть он как бы опускается и на цикл обучения, и на цикл естественного как бы движения нашего сознания. То есть самый простой пример, да, то есть как бы, чтобы вы мне поверили о том, что этот цикл совершенно нормально, естественно работает, это то, что представьте себе, что вы идете по какой-то улице, ну вот вышли там с троллейбуса, да, то есть как бы, и вам надо повернуть в темный переулок. Представили, да? И вдруг сзади вас раздается какой-то непонятный шум. Что происходит с нами? Мы испытываем определенную эмоцию, правильно, да? То есть как бы боимся. То есть это естественная первая реакция на факт, да, что вот объект или факт, да, то есть как бы, соответственно, просто так мы устроены. Я хочу нам показать, что сейчас мы перейдем к Вселенной, но я хочу про нас договорить, да, то есть как бы, что мы так устроены. Значит, соответственно, даем ребенку факты и также предлагаем, да. Дальше очень важно спросить про эмоции, поэтому следующее я вас, конечно, сейчас по этому же циклу спрошу, как вам понравился этот ролик, что вы про него чувствовали и так далее, да. Смотрите, когда мы, значит, дальше, когда мы, значит, почувствовали эту эмоцию, что мы вот в этом переулке делаем? Что мы стараемся сделать? Ну что? Домер вы сначала хотите разобраться, что происходит. Вы пытаетесь повернуться, правда же? Значит, следующий цикл очень важен. Это все-таки положить, что происходит в вашу когнитивную систему. Эмоция недостаточно. Нужна, без этой остановки, это очень важно. Мы не должны пропускать эмоциональную остановку. В 7 классе вы знаете, что они, ну вот в этих, они постоянно требуют от нас этих эмоциональных реакций. Да, поэтому они там с нами, ну имеется в виду дети и так далее. Да, то есть поэтому нам надо и факты, да, то есть как бы что, объекты, ну могу здесь слово факты написать, да, то есть это не важно, то есть как бы как мы. Схема отдельно, да? Или Да, отдельно. А вот можно ее озвучить? Кого? Потому что это не видно. А сейчас же Я же про нее и озвучил, коллеги. Что-то у меня, я потерял ваше внимание, по-моему, да? Второй, еще раз. Вот она схема, которую я как бы рассказываю. То есть как бы я говорю, что мы идем по дороге. Еще раз, как бы дальше слышим шум. Это факты. То есть как бы мы, вот, то же самое с объектом, ситуацией и так далее. Потому что этот ролик и все остальные построены по этому принципу. И мне важно, чтобы мы сейчас, поскольку я буду вам их сейчас показывать, использовать в своей практике. Но для того, чтобы вы использовали в своей практике, вы должны пользоваться этой схемой дискуссии, потому что она универсальная для любого когнитивной нашей психомундии, которая у нас устроена. Так понятно? Факты, что было. Значит, дальше. Следующее, издается какое-то непонятное событие. Происходит какое-то непонятное событие. Значит, первое, что вы испытываете, и это правильно, вы реагируете эмоционально. Поэтому это то, что мы постоянно в школе из-за советского этого подхода, мы выбиваем у детей эмоции. Мы не должны выбивать эмоции. Эмоции важная часть нас с вами. Понимаете, правду говорю? Вот. То есть, как бы, соответственно, спросите их, как они себя чувствуют. Нравится им это или нет? Почему это плохо и хорошо? То есть, расположите события, с которое с ними произошло, на оси аксиологической, где плюс, где минус. Детям это особенно важно. Вы должны, смотрите, я не хочу, чтобы мы, помните, оставались этими говорящими головами. Мы люди, значит, мы реагируем эмоционально и можем анализировать. То есть, как бы, давайте реализовывать в себе все человеческие качества. Вот эти все сессии направлены именно на это. Про лениакею, эту темную материю и бог знает чего, вы и сами без меня достанете. А вот это нет. Потому что, понимаете, да, и детям точно так же надо. Я дам информацию, вы получите про экосистемы лениаки, ее сейчас больше, чем надо в интернете, но как это делать, мы должны с вами вот это вместе обучиться. Значит, первое,
сказать, значит, факты, значит, объекты и так далее. Вот это событие. Значит, событие, второе, эмоциональная реакция на событие, спросите, поговорите. Сейчас мы с вами это проделаем, про этот ролик. Я поэтому хотел сказать, цикл все у меня ровненько в этом смысле. Ну, видимо, рисую плохо, извините. Значит, факты или ситуации. Следующее, отношения. То есть, как вы себя чувствуете, как вы относитесь, ну, что вам понравилось, не понравилось, любой вопрос из этого кластера вопросов проанализируйте, спросите, разделите эмоции с ними. И в этом смысле спустите их, снимите эти эмоции. Выпустите этот пар, пусть оно как бы выходит, понимаете, да, то есть замечательно. Дальше, вот это очень важно, мы сказали, что мы пытаемся, это наша естественная реакция, мы пытаемся разобраться, понимание, внутренняя ситуация, эмоции подхлестывают это понимание, мы пытаемся развернуться и посмотреть, что там происходит. Мы пытаемся посмотреть, что там происходит, и это, собственно говоря, будет следующая остановка — анализ. Почему? Что происходит? Почему это происходит? Да, то есть, как бы, значит, если это, смотрите, и дальше, я сейчас вернусь к анализу, но я хочу, чтобы весь цикл вы увидели уже как целостность, да, то есть, значит, следующая остановка, то есть, как бы, если ты видишь, что это маленький котенок играет с банкой и просто производит шум эха, ты спокойненько идет дальше. А если это что-то, ну вот, дальше уже бежишь и так далее. То есть, вот он, четвертый цикл, решение, действие или что с этим делать. Понятно? Объективно всегда одна и та же когнитивная схема, которая работает в голове. Потому что гормоны так устроены. Адреналин, ну и так далее. Да? То есть я не буду сейчас это анализировать. Хотите больше проанализировать, смотрите любимого Марины Юрьевны Дубынина и Сапольски. Запишите Дубынин, Сапольский. Вот смотрите, там про это все показано. Могу сам рассказать. Ну, в следующем цикле. Значит, коллеги, понятно, вот это очень важно. Значит, схема. Теперь, что мне важно про анализ? Вспоминаем фильм «Люди в черном». Видели? Помните, что он стреляет в девочку? То есть, что, почему? Во-первых, вы понимаете, у него, мы уже с вами умные, мы уже знаем, что Дэйв и Алекс у него работают специфическим образом. Да? То есть, все остальные стреляли Алексами, а этот Уилл Смит же, правильно, да? То есть, как бы, ну, главный вот этот герой, Джо, да, то есть, как бы, он стреляет Дэйвом, потому что он успел подумать и сказать. То есть эмоции они все испытывали, факт был. И он говорит, почему ты, говорит, в него выстрелил? А что в час ночи здесь делает маленькая девочка с учебником квантовой физики? То есть как бы в этом смысле он провел этот анализ. То эмоции они все испытали, но все боялись. Страшные твари, они там переживали. То есть он проанализировал эмоции, но дальше он сделал определенный вывод на основании анализа. Коллеги, анализ очень специфическая функция наша. Значит, это всегда, когда мы говорим слово анализ, вспоминаем простую вещь, как мы с вами сдаем анализы у врача. Что там есть? Вот скажите мне, что важного в том, что вот вы сдали кровь. Дальше что происходит? Вот вы сдали, ну мы сдали мочу, хорошо. Хотите не кровь, мочу, ладно, проще. А? Что ее делают? Ее раскладывают на форменные элементы. Но еще, правильно, первое, разложили на форменные элементы, второе... Вы что такое проанализировали? Ладно, сравнили с идеальной моделью. Коллеги, это очень важно. Значит, вот этот самый главный момент. Значит, анализ, помимо, значит, разложения на какие-то подсистемы, то есть под объект, то есть вы говорите, другая эта схема. Да, но я пытаюсь вот это, на самом деле я пытаюсь достроить вот это место. Понимаете, у меня связано, то есть как бы место вычисления объекта, то есть как бы разложить на системы или объекты, то есть собрать, и потом сравнить с идеальной моделью. То есть ты знаешь, что в твоей идеальной модели котенок это не страшно, не плохо. Идешь дальше. Что-то непонятное, но дальше либо разбираешься, либо нет. Причем в этом месте, например, Стругацкие когда-то провели, они говорили о том, что это там эксперименты странников, ну, если вы читали «Волны гасят ветер» или «Жук в муравейнике», да, ну, то есть там были эксперименты, они говорят, как люди реагируют на странные ситуации. Когда вот кто-то ему говорит «привет». Кстати, про это очень много показано современных мультиков, про вот эти другие реакции. Например, про корпорацию монстров. То есть они должны быть страшные, но они не страшные. Да, это то-то, это не то-то. То есть имеется в виду, что вот эти сравнительные матрицы, они очень важны, и они связаны с эмоциями. На самом деле, как ни странно, анализ связан с эмоциональной сферой. Понимаете, это очень важно.
понимать, нам эмоции тоже интегрально помогают все это делать. Но все-таки в анализе это главное. Разложение на элементы или вычленение каких-то систем и подсистем, и потом сравнение с какими-то идеальными конструкциями. Понятно? И вот мы им как раз-таки и должны, сейчас мы это проделаем, ну, в меньшей степени, потому что времени не так много, но тем не менее, да, было бы хорошо, чтобы вот за всеми теми материалами, которые я буду вам показывать, вы применяли этот цикл. Значит, и сказали, значит, проанализировали. Ага, оказывается, вы поняли там, что темная материя туда-то, это туда-то, то есть помогли с ними объекты эти различить. Сейчас мы попробуем это сделать. Вот, но мне важнее вот цикл, вы же уже ловили, да, то есть как бы, и потом результат, так, ага, оказывается, мы так можем летать к звездам или нет? Ну, там не можем или что-то еще. Мы доживем до 13 миллиардов лет? Ну, наверное, ну, кто как. Коллеги, понимаете, да, то есть как бы, и мы мы тогда посмотрим, как это устроено, и ну, что это значит для нас в жизни. Да? То есть привести их в конкретный цикл. Коллеги, это очень полезный инструмент, да? То есть, как бы, которым мы предлагаем вам пользоваться во всех дискуссиях, которые вы, ну, в максимуме того. И где-то задаете, научите этих детей, пусть они по этому же циклу спокойно идут. Коллеги, на самом деле это технологично. Если, я говорю, вы знания возьмете без меня. Я дам вам эти колодцы с этими знаниями, в которых, дай бог, всем не утонуть. А вот эту штуку мы должны научиться делать вместе. Кстати, это мне Глушков рассказал, что делай все вместе, и будет с тобой счастье. Ну, не знаю. Вот, коллеги, но единственное, что я хочу сказать, что вот этот цикл, это спираль, видите, я ее нарисовал в центре, потому что один цикл может повторяться другой, потому что у тебя может быть объектом новым или новой ситуацией может быть решение. А как вы это обустроите, например, спросить? Ну и также, вам это нравится? То есть, например, ребята предлагают, вы можете построить двигатель, так, ну, я сейчас фантазирую, да, то есть, как бы это, и начинаем двигаться это, то есть, это может быть несколько витков. Понятно, да, то есть, как бы, это очень удобно, красиво это. Значит, итак, что было? Вот давайте, мы посмотрели ролик, давайте мы попробуем сейчас с вами пройти. Мы посмотрели ролик. Вам понравился? Не, ну уже, я понимаю, что я уже выгляжу достаточно, как это сказать, ударившимся головой об асфальт, но ладно. Ну понравилось же, правда же, интересно. Причем, вот видите, они немножко, они такие не перегруженные, они вот это двухмерные ролики специально Кургизак делает. То есть мне когда это понравилось. Но на самом деле, вам понравился ролик? Понравился. Теперь скажите, пожалуйста, о чем он был, этот ролик? О Вселенной. Ну, о границах познания, да, то есть о границах, то есть, как бы, смотрите, он задает границы, то есть, как бы, что, и это очень важно, понимаете, проблема в том, что художественный мир или мир фантазии, там границ нет. Все, что мы говорим, вот мы хотим про это говорить, и я попросил Аню это включить в ее, про вообще границы человеческого мира и возможности и так далее, да, то есть, как бы, потому что сейчас один из больших дискурсов, и он очень тесно связан с устойчивым развитием, это представление о границах. Для меня в этом ролике, я вот сама для себя поняла, что Вселенная не безгранична, существуют какие-то отдельные Вселенные. И мы за рамки своей Вселенной еще не придумали, как улететь. Напишите вы себе запишите. Вот прям запишите. Многомировая теория Руперта Эверетта. Я бы написал где-нибудь, но я сейчас опять собьюсь это. Скажите, что внизу вот здесь напишу. Я вам покажу. То есть, как бы на самом деле это... То есть, как бы многомировая теория Руперта Эверетта говорит о том, что на самом... Я покажу, как бы, со всеми этими ситуациями, что на самом деле эти кластеры, может быть, можно переходить. Я поэтому говорю, что на самом деле есть разные теории вот этих переходов. Они находятся в одной парадигме, вы правильно увидели. Но мне важна была в этом ролике, я вам делюсь, да, для меня было понятие границы. При этом дедушка Кант нам говорит когда-то, когда Кант занимался познанием. И он как раз таки пытался сказать о том, что, а почему вообще возможно познание? Ну, то есть, правда же, вот интересный вопрос, почему возможно знание, почему возможно познание, не как, а почему вообще это возможно. Ну и там отвечает, я не буду сейчас в это погружаться, мне важнее сейчас другой ответ его рассказать. То есть Кант рассказывает про так называемые антиномии человеческого разума, и он говорит о том, что
Сейчас я соберу сейчас, почему это важно к этому ролику. Потому что когда конечное существо рассуждает о бесконечных объектах, он может построить абсолютно две логично обоснованные два вот этих вот концепта, и они будут абсолютно правильны и логически принятыми. Понимаете? Да, поэтому кто-то, то есть, вот первое, что надо понять, что я ни в коем случае не претендую или не говорю о том, что Кургизак прав. Ну, одна из интерпретационных матриц, очень интересно, и с детьми можно начать об этом разговаривать. Понимаете? И самое главное, что мне эта штуковина очень помогает. Я бы спросил, а на таком корабле можно летать? Ну, то есть зависит от того, что ты хочешь, как это Ахиджакова, почему я ее поставил. То есть, смотрите, мы вам будем давать такие консервированные инструменты, где вы, как Ахиджаковы, ну, не как Ахиджакова, как это, да, вы можете из них вытаскивать то, что вы хотите, но они точно, ну, как бы, более красочные, чем просто стихотворение даже гениального Пушкина. Понимаете, да? То есть, как бы, нет, может быть и стихи, да, то есть, как бы, но может быть и вот такие штуки использовать. Мы вот это как раз предлагаем, это именно как методический прием для естествознания. То есть из этого можно множество вещей говорить, можно остановиться на черной материи, на темной материи, можно на границах, можно на переходе между мирами, и вы это рассказываете. Кто еще на чем остановился, кто еще взял из этого ролика, что он очень многомерный? Ну, я поэтому и говорю, так это же интересно. Да, расскажите, что вы взяли. Только если бы вы громче говорили, было бы счастье. Точка зрения, что Вселенная имеет границы. Я говорю, что она не имеет границ. Но мы обе правы в том, что как говорит дедушка ни одно, Кант. ни другое невозможно. И здесь Абсолютно. можно, извините, столько еще других версий привести, и они могут попасть и в YouTube, и везде, и представлять собой одну из точек зрения. В зависимости от того, кто, насколько убедительным будет в своей версии. Вот я, можно скажу вам, вы абсолютно правы. Да? Я только что сказал про Канта, да, в этом контексте, что он, ну, сказал о том, что конечное существо с равной логической вероятностью, это я уже читаю, да, то есть как бы по словарю, в этом смысле, что с равной логической вероятностью может доказать, как, значит, наличие границ, так и безграничность. То же самое про Бога, там несколько у него этих антиномий есть. Так что здесь нет как бы противоречий, да, действительно. Но мы должны детям все-таки говорить, что наука вот придерживается, то есть как бы в этом смысле я бы здесь говорил о согласованных теориях. Все-таки здесь это научно согласованная теория, это не фантазия. Вот понимаете, да, то есть рассказ про Лениакею, про эти кластеры и так далее, это все-таки темная материя принята, поэтому мы говорим, ну вот на сегодняшний момент в качестве фундаментальных гипотез про вот эти вещи классическая наука именно из-за того, что Хоббл, вот это есть эти расширения и так далее, да, то есть как бы и, ну, открытие каких-то определенных, там можно разную аргументацию приводить, вот оно, значит, как бы вот так устроено, понятно, да, то есть, но я говорю, вот такая многомерная, такие многомерные, ну, как бы сказать, артефакты, да, как этот ролик, можно рассматривать и вот по-разному дискутировать. Коллеги, кто-то еще на что-то обратил внимание, ему интересно было на что-то обратить? Я могу, да. Вот на что, смотрите, анализ это на какие элементы, я же и хочу, чтобы вы сейчас сказали. Мы эмоции сняли, да, понравилось, интересно. Теперь как мы режем? Порежьте по-своему. Вот коллеги уже порезали, теперь вы можете порезать это. Порежьте, ну в смысле выделите объекты. Порежьте это, коллеги, это метафора, да, то есть мы выделили, то есть мы здесь сосредоточились на переходе, там сосредоточились на границах или безграничности. Еще, значит, что еще можно из этого ролика увидеть? На чем еще можно сосредоточиться? Развитие. Нет, из ролика что вы можете увидеть? Так, там прошлое, настоящее. Да, то есть как бы там линейка времени и вот эти миллионы лет туда-назад и туда-вперед очень интересно показано. Мне, например, понравилось, вернее, не понравилось, я задумался, почему у них есть клычки. Вот почему вот у них клычки? Хотя на самом деле эволюция, вот можно разыграть, и вот здесь можно развить еще одну идею, как это же, дама, о том, что на самом деле никакого сосательного и жевательного аппарата не будет вообще, будет другой тип этого проникновения и большой мозг. А еще одна интересная идея автотрофности организма у Вернадского. Тогда они будут зеленые и, наверное, более-менее жидкие. Трехпалые, лысые, трехпалые. Ну вот, например, да, как вот эти вот... Коллеги, тоже можно, значит, соответственно, с детьми как бы подвигаться по шкале времени и уже поконструировать эти моменты. Еще, кто на чем? Все безгранично.
ветры не дуют в центральном, я правильно понимаю? То есть, как бы, в центре Вселенной ветры не дуют. Нет, коллеги, очень интересно про Млечный Путь, что у нас вот этот вот, что образуется вот этот новый кластер, то есть как бы что у Вселенной есть тоже своя эволюционная матрица какая-то, да, и она приемлема, да? Так, еще и так далее, и так далее, и так далее. Мне важен принцип, да? Значит, я вам могу сказать, как я вышел на этот кургизак, и я советую, я не буду показывать этот ролик, напишите себе, вот это кургизак-то называется The Egg. Оно яйцо. Сейчас еще один ролик кургизак-то смотрим. Значит, яйцо мы, вы посмотрите сами, потому что там про эволюцию Бога. Посмотрите, вам понравится. Но на этом, как сказать, на этом семинаре я его показывать не буду. А сами посмотрите. Вот. Вот на этом кургизакт, вот на этом канале наткнете на него, вот кургизакт, да, то есть как бы будет у вас в тех материалах, которые мы вам раздадим и пришлем вот в этой общей рассылке, то есть как бы просто на канал перейдите и найдите The Egg, яйцо. Он все равно только на английском есть. Только вам единственное придется, он есть только на английском, вам придется нажать субтитры. Чуть-чуть дальше там прокрути. Там начинается с того, что человек умер и встречается с Богом. Вот, вот сюда, оставляй. Хорошо? Посмотрите. Он меня поразил, меня канал поразил, вот это то, что это. Причем самое интересное, что я копался в интернете. Уже выключи. Я копался в интернете, будете смеяться про что? Про смысл жизни. Наткнулся на этот ролик и узнал. Потрясающий. Пойдемте, нет, уже троеточие, чтобы она продолжалась. Пойдемте к вещи. Значит, следующий ролик, который мне кажется очень важным и классным, да, это что такое вещь. Коллеги, прям вот возьмите, с него начинайте курс естествознания, потому что лучшего я ничего не видел. Физики, прошу ушки на макушке, потому что они первый раз для меня объясняют, что такое поле. 1000 лет я учу это все, но что такое поле, не понимаю. Давайте посмотрим. Простые вопросы труднее всего поддаются ответу. Что есть вещь? Почему вещи случаются и почему они случаются именно так, как происходит? Давайте подойдем к этому шаг за шагом. Что составляет вас? Вы — это материя, которая состоит из молекул, та состоит из атомов, а те состоят из элементарных частиц. Но если элементарные частицы — это самые маленькие вещи, которые существуют, то из чего они состоят? Чтобы ответить на простой вопрос, давайте начнем с простоты. Давайте просто сотрем Вселенную начисто, прочь материю, антиматерию, радиацию, частицы, что угодно. Теперь давайте посмотрим на абсолютное ничто. Что такое пустое пространство? Что-то, что мы называем вакуум, в котором нет атомов, нет материи, нет ничего. Это полная пустота. Ничто создает строительные блоки для всего. В каком-то смысле пустое пространство очень похоже на бесконечное автодвижение. В то время как на воде штиль, тогда ничего не происходит, но сильный бриз может создать несколько серьезных волн. Наша Вселенная работает во многом подобным образом. Существуют океаны повсюду. Физики называют их полями. Это может показаться странным и новым, но подумайте об излучении, к примеру. Возбуждая то, что мы называем электромагнитное поле, порождает изгиб. Он частица, и мы называем его фотон. Частица, переносящая излучение. Его мы называем свет. Это не уникально для света. Каждая частица во Вселенной порождается этим же путем. Есть поля для каждой частицы материи. Все со своими собственными правилами. Например, наряду с электромагнитным полем существует электронное поле повсюду во Вселенной. И маленькие перегибы в этом поле — это электроны. Все вместе поля нашей Вселенной могут производить 17 частиц, которые можно разделить на 3 категории. Лептоны, кварки и бозоны. Лептоны состоят из электрона и его двоюродных братьев миона и тау частицы. И все они имеют ассоциацию с нейтрино. Затем следуют кварки. Кварки — это ядерное семейство частиц. Они всегда находятся связанными вместе в группах и парами и составляют протоны и нейтроны. Из них состоят ядра атомов. Вместе лептоны и кварки — это частицы материи, из которых состоят все вещи, которые вы видите. Воздух, которым вы дышите, солнце, что греет вас, компьютер, который вы используете прямо сейчас, чтобы отвлечься от того, что вы должны сделать. Но вещи не просто существуют, но и делают что-то.
В некотором философском смысле свойства вещи являются такой же частью ее, как и существование ее самой. Бозоны и поля, которые их создают, вступают в игру. В то время как кварки и лептоны созданы полями материи, бозоны созданы силовыми полями, которые мы называем заповедями вселенских сил. И до сих пор пока было открыто только 4 фундаментальные силы: электромагнетизм, гравитация, сильные и слабые ядерные силы. Эти силы — это свод правил игры, в которой фигуры — это частицы, а игра — это Вселенная. Они указывают частицам, что они могут делать и как именно. Слоны движутся по диагонали, безмассовые частицы двигаются со скоростью света, кони могут прыгать, гравитация притягивает. Силы — это правила, помогающие частицам взаимодействовать. И в конечном итоге эти правила способствуют сбору частиц во все большие вещи, которые мы видим во Вселенной. Гравитация — это не только правило для орбиты вокруг Солнца или яблок, падающих с деревьев, а правило, согласно которому материя притягивается, что приводит к образованию планет и звезд. Электромагнетизм — это не просто правило для магнитов, где они притягиваются или отталкиваются, или электрических токов в лампочках. Он управляет всеми атомными связями, обеспечивая каждой молекуле целостность. Вместе силы и частицы — что-то вроде конструктора Тинкер-Тойда для бытия. Бозоны же как гонцы, ходящие между вами. Можно сказать, подключатели материи. Частицы, что их используют, сообщают друг другу, как перемещаются. Каждая частица использует определенный набор сил для интерактивности с другими частицами. Кварки, к примеру, могут взаимодействовать друг с другом с помощью электромагнетизма и сильной ядерной силы. Но электроны не используют сильные силы, только электромагнетизм. Кварки обмениваются бозонами сильного взаимодействия, и сильной ядерной силы притягиваются друг к другу, в то время как протоны, которые они образуют, обмениваются частицами-фотонами посредством электромагнетизма с электроном. В итоге кварки остаются недосягаемыми в ядрах, в то время как электроны остаются привязанными своим электрическим притяжением. Это строит атомы. Несмотря на то, что во Вселенной есть много больших беспорядочных феноменов, таких как жизнь, сверхновые и компьютеры, которые кажутся сложными на поверхности, но если вы увеличиваете до предела что-либо, вы просто получаете 17 частиц, возникающих из ниже лежащих полей, играющих в игру из 4 правил. Чтобы обобщить, что базово мы знаем сейчас о том, чем же вещи представляются, то это теория, что физики называют стандартной моделью физики частиц. Вы в основном не более чем возмущение на океане, который возбуждается энергией и направленными силами, что составляют правила Вселенной. Но почему? Что такое силы? Нам придется изучить еще несколько простых вопросов, чтобы добраться до сути. Мы выяснили, что большая часть Вселенной — это ничто. Ничто — самая важная часть Вселенной. Так что все вы гораздо менее значительны, чем предполагали. И второе, если бы вы спросили, и что я нахожу наиболее поразительным, если вы спросите, какими свойствами обладала бы Вселенная, созданная из ничего, просто согласно естественным законам, без каких-либо сверхъестественных махинаций, это были бы характеристики Вселенной, в которой мы живем. И я нахожу это поразительным и достойным особого внимания, поскольку она делает Бога еще более излишним, чем она была раньше. Но и еще об одной вещи я бы хотел сказать перед тем, как закончу. Я думаю, Джим, кем я всецело восхищаюсь, как я ожидаю, не согласится с чем-то, о чем я буду говорить. Так что я хочу прямо сейчас сказать для людей, кто достаточно стар, чтобы понять дух того, о чем я скажу. Стой, ты уже хочешь начать драку? Это лишь вступительные ремарки. Позволь мне закончить то, что я хочу сказать перед тем, как ты меня прервешь. Прервешь позже. Я лишь хочу сказать, Джим, ты невежественная шлюха. Окей. Коллеги, как вам этот ролик? Ну, давайте как-то эмоции выразим, то есть как бы. Чуть громче. Это мой следующий вопрос. Для какого класса это можно показывать? А почему нельзя в 5 показать? Он же легкий, то есть как бы просто, а что там, кубики? Нет, просто проблема слова, ну дайте им эти слова. Они не знают еще терминов, им не с чем будет связать. Да, а можно просто в 5, а потом в 9 повторить? Ну, коллеги, про 5 не знаю, это мой вопрос, да? Нет, вопрос, но давайте мы сейчас... Коллеги, а для меня лично ролик очень много, вот я про себя начну и хочу ваших реакций послушать. То есть вопрос, в каком классе я, ну как-то,
я бы, наверное, и маленькому сыну показал, вот мне сложно говорить про классы, да, то есть как бы, потому что, в принципе, эти слова, они для него все слова непонятные. То есть для пятиклассника, то есть как бы, а там это бозон, это лептоны или хигоны, то есть как бы там что 17, ну смотрите, но он поймет, что 17 частиц, мы уже запомнили, да, 4 вида больших взаимодействий и поле в этом. Кстати, здесь есть одно принципиальное отличие. Коллеги, скажите, нет, вслух скажите. Им, наверное, понятнее, они вот такие же мультфильмы смотрят. Ну вот я про это говорю, здесь понятно, что это, то есть на самом деле вам не очень понравилось, я смотрю на реакцию, вот я что-то реакцию, мне просто скажите, вам понравилось это используемо, неиспользуемо и что-то с этим делаете? Вы скажите, вам он поможет обустраивать курс естествознания? Тогда покажите как. Потому что я еще раз говорю, для меня он был поразительный. Я давно занимаюсь физикой и всем остальным. Но такой ясности, которая дается здесь о 17 частицах, 4 законах. И самое главное, что я в первый раз увидел нормальную визуализацию взаимодействия частицы и поля. Коллеги, это невероятно. И то, что у вас нет реакции, меня, честно говоря, шокирует не меньше вас, чем 5 класс. Так что мы можем... Нет, смотрите, это первый раз за миллионы лет, как бы вот множество. Нам всегда говорили поля, и что это такое не было. Здесь показали, что некоторая потенция движения, и он говорит, что Вселенная состоит из океана полей, вот этот кубик. Такой визуализации вы не видели никогда. Понимаете, проблема в том, что это не только у пятиклассников есть... Как бы, то есть это, понимаете, вы говорите, это ненужные знания. На самом деле, да. Ну, в принципе, они человеку бозоны, нейтроны, нейтрино, но если мы все-таки хотим говорить как бы какую-то фундаментальную правду сегодняшнего дня, да, или вот как мы ее называем, ну вот, мир поистине, и мир на самом деле, то нам надо опираться на подобного типа ролик и его потом пошагово разбирать. Вот этот вот, Миш, можно показать тот момент, который они показали? Вот, Вера Владимировна, скажи, это же на самом деле физики никому не понятно, что такое поля. Мы просто и говорим поля. А когда мы здесь завязываем поле и частицу, и 4 фундаментальные силы, это прорывный ролик. Понимаете, да? И бог с ним, что его нельзя показать в 5 классе, покажите в 10. А самое главное, сами начните из этого, я почему и говорю, строить свою концепцию. Понимаете, да? Потому что следующего я вам сейчас покажу. Вот смотрите, он говорит, что все есть пустота. Да, то есть вот дальше. И эта пустота... Ничто создает строительные блоки для всего. В каком-то смысле пустое пространство очень похоже на бесконечное автодвижение. В то время как на воде штиль, так... Коллеги, вот этой метафоры, это совершенно современная, новая метафора, и так, как это задается, это удивительно. Можно я им скажу? Хотя они во всех этих космических фильмах это все видят. И там это поля, про поля знают все уже. Гоудов посмотрели, там поля такие, но в нашем-то мире все точно так же, это тоже поля, которые взаимодействуют, и вот это вот 17 частиц, которые взаимодействуют с полями, мне кажется, что эти инструменты мы должны каким-то образом акцептировать. Для меня это был прорыв, я сначала прослушал курс физики в Массачусетском, еще где-то, то есть я лазил на всякие сайты, но когда в одном месте за 7 минут или там 5 минут это все мне собрали, коллеги, это очень удивительно. Это мое отношение. Поэтому мне ужасно важны ваши реакции. И я вижу, что она пока настороженная. И это правильно, извините. Если бы вы сказали, вау, было классно, это бы я бы напрягся. Реакции нормальные, человеческие. Но нам надо понять, что такого типа вот, действия, более того, я 4 раза пересмотрел это место, потому что здесь... есть разница. Вот я вам хочу сказать, что огромная разница. Вот Тесла в этом месте как раз и говорил, что есть эфир. То есть на самом деле есть вот эти две, то есть теория мирового эфира, если вы поймете, она ровно в этом месте. То есть пустота или мир заполнен эфиром. Понимаете, да? То есть как бы что, и причем эфир более плотный, мы с вами воздушные, а эфир более плотный, чем мы. Вы понимаете, да? То есть вот это его теоретическая схема была, вслед за бабушкой сербской ведьмой или черногорской ведьмой, он как раз верил в теорию эфира. И все его вот эти исследования, которые мы, кстати, даже понимать не можем, да, то есть, как бы, включая, говорят, что Тунгусский метеорит, у Теслы были основаны в этом месте, другая интерпретация. И вот эта фундаментальность другой интерпретации, мне кажется, что в школе про нее можно рассказать на уровне таких картинок. Давайте вот это место, вот про, и то, что мы на самом деле, мир, вселенных, это множество океанов, полей, которые пересекаются между собой. И
возмущение в них порождает частицы, это фундаментальная, вот у нас же называется, как устроен мир от атома до Вселенной. Вот я почему это как раз рассказываю, да, коллеги, потому что он, видимо, так и устроен. И вопрос такой теперь, как нам это донести, и что мы детям, а что мы вообще, кстати, физике рассказываем? Я хочу физика послушать. Я хочу сказать для понимания, когда мы говорим, и то, что мы не видим, это же вообще сложно. Вообще непонятно. Вообще непонятно, конечно. Что бы мы ни говорили, это сложно понять. Вот такая визуализация, это, конечно, хорошо. Мне нравится, как Наташа сказала. Это мы с вами уже, знаете, так, и осторожно относимся к этой информации, взвешиваем, сразу появился 5 класс и так далее, и так далее. На самом деле, действительно, покажите этот фильм детям, они вам объяснят. Не вы им, а они вам объяснят. Верлин, спасибо большое. Я преподаю естествознание. Только если ты включи командирский голос. Я преподаю естествознание в 5 классе. Когда мы разбираем, например, модели атома, там, протоны, нейтроны, электроны, у меня в каждом классе спрашивают, хорошо, а эти из чего состоят? И вот вам ответ, пожалуйста. В 5 классе дети уже задают эти вопросы. Это мы в своих мозгах, как Наталья Александровна сказала, ставим блоки. Нету блоков у детей. Поэтому и в 5 классе это тоже можно показать. Спасибо, коллеги. Да, но можно я хочу... Миша, подожди секунду. Покажи, пожалуйста, вот это до структуры полей. Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание, потому что такой вот 2 визуализации, которые это вот частицы падающие, 17 частиц падающие на поля, но вот это пересечение океанов полей и то, что это как бы потенциально, видите, вот это потенциальное вечное движение. Он же, они говорят, это же нечто, что потенциально может двигаться. Вы поймите, что в квантах там всегда вот эта вот ситуация с потенциальным, то ли будет, то ли не будет, и нечто, там всегда... Не обязательно есть нечто. Может быть, это ничто, но оно двигается. Понимаете, вот такая фундаментальная редиска у нас есть. Покажи чуть-чуть. Вот я хочу, чтобы до квадратиков мы дошли. Это, ну вот нигде я этого не видел до этого. Очень похоже на бесконечное автодвижение. В то время как на воде штиль, тогда ничего не происходит. Но сильный бриз может создать несколько серьезных волн. Наша Вселенная работает во многом подобным образом. Существуют океаны повсюду. Физики называют их полями. Это может показаться странным и новым, но подумайте об излучении, к примеру. Возбуждает то, что мы называем... Коллеги, вот это и есть то фундаментальное. Я думаю, смотрите, здесь тайна, мне когда-то одна знаменитая организация как раз говорили, что вот из-за вашего естествознания нет космонавтов. Я хотел сказать, что это из-за вашего естествознания нет космонавтов. А если мы вот такое будем преподавать, может быть, в Киргизии появятся новые... То есть если они поймут вот эту с малых лет, да, то есть как бы... Вот такие сложно организованные объекты, а это возможно, я не могу сказать там в 5 или в 7, это вот больше вам решать, я здесь не буду навязывать, но не такой дурак. Да, то есть как бы, но то, что это фундаментально по-другому, и то, что мы видим с вами объекты по-другому, а сейчас я вам про жизнь буду рассказывать, ну, Анечкой, по-другому, это на самом деле вау. Понимаете, если мы найдем, как это приспособить, я тоже пока не знаю. Я набор сделал, а вот как приспособить, я больше вас буду спрашивать, причем послезавтра вместе с скайфолдингом. Давайте мы посмотрим еще, чтобы у нас дискуссии не было, 2 другие визуализации, потому что это я же только одну показал. У меня, смотрите, есть новая визуализация теории относительности, Мишенька, и у меня есть новая визуализация атома. Они 2 минуты. И тогда, а после обеда обсудим. Я не понял, насколько мы перенесли, но это важно, то, что сейчас у нас происходит, коллеги. Потому что именно так естествознание надо думать. Может быть, и их спросить. Вы вообще что-то поняли? Потому что вот это вот вечное движение чего-то, которое на самом деле задает Вселенную, и которым можно, возмущение, в котором создают частицу, это фундаментально очень сложный принцип, но это другая трактовка квантового дуализма. То есть, понимаете, это только 20-е годы прошлого века, Копенгагенская платформа дает вот такую, ну или как они, конвенция, как они говорят, платформа дает, мы все помним Шрёдингера, да, то есть как бы уравнение физики, химики помнят про это, да, то есть как бы о том, что его, вот это другая визуализация уравнения Шрёдингера, не знаю, мне очень показалось это фундаментально, но давайте думать дальше. Коллеги, так что с визуализациями в естествознании все лучше и лучше. Добро пожаловать, это Science Click. Сегодня визуализируем общую теорию относительности. Цель данного видео — показать различные представления теории и предложить совершенно новое, которое я еще не встречал, несмотря на его многочисленные достоинства.
Основная идея этого нового визуального представления в извлечении максимальной пользы от формата видео, и в частности его временной составляющей, чтобы максимально близко передать то, что говорит нам математика. В школе мы узнали, что свободное падение можно смоделировать, используя силу тяжести. Эта сила позволяет нам предсказать движение объектов, исходя из того, что тела притягиваются друг к другу, и в частности к массивным объектам вроде Земли. Однако это описание всего лишь приближение, и оно не работает, когда притяжение слишком сильное, как в случае с траекторией Меркурия вокруг Солнца. В 1915 году Альберт Эйнштейн предложил новую теорию, строгую математическую модель, которая позволила куда точнее описать свободное падение. Для Эйнштейна не было никакой силы, которая действовала бы на расстоянии. Это сама ткань Вселенной искривляется и затягивает объекты в падение. Чтобы понять эту очень сложную теорию, важно создать визуализацию, которая сделает ее более интуитивной. Чаще всего используется представление в виде большого эластичного куска ткани, на котором размещены массивные объекты. Деформируя ткань собственным весом, более массивные объекты тянут все в своем направлении, как шарики в чаше. На первый взгляд у такой картины два преимущества. Она очень проста и интуитивна, и помогает нам понять, что тела притягивают друг друга опосредованно, через ткань, на которой они лежат, пространство-время, геометрия которого может изменяться. Однако, несмотря на свое широкое распространение, данное представление общей теории относительности обладает рядом недостатков, делающих его не таким уж точным. В этом видео мы попробуем улучшить его, внеся 4 основных изменения. Начнем с того, что образ эластичной ткани как бы говорит нам, что объекты размещены на пространстве времени, как шарики. Хотя в реальности пространство-время — это ткань Вселенной, которая содержит эти объекты в себе. Следовательно, одно из улучшений, с которого можно начать, сделать объекты плоскими на поверхности, чтобы было понятно, что они не выступают за пределы пространства-времени, а находятся внутри него. Далее, одна из серьезных проблем данного представления в том, что оно объясняет притяжение притяжением. На вопрос, почему яблоко падает на землю, данная визуализация отвечает, что это потому, что яблоко тянет вниз, что заставляет его падать, как шарик в чаше. Но неприемлемо объяснять притяжение внутри пространства-времени притяжением снаружи пространства-времени. Значит, нам нужно найти объяснение получше. В частности, более строго говорить, что если объекты следуют по углублению, которое создает Земля, то это потому, что объекты двигаются по прямой, но в искривленной геометрии. При падении объекты двигаются прямо вперед, но кривизна пространства-времени создает впечатление, что их траектории отклоняются. Чтобы понять это, можно представить поверхность сферы, на которой два муравья будут смотреть на север. Вначале две траектории идут параллельно, и мы можем подумать, что по мере движения вперед эти две траектории никогда не пересекутся. Однако два муравья в итоге встречаются на Северном полюсе. Это возможно благодаря криволинейной геометрии сферы, на которой прямые линии сближаются. Внутри пространства-времени происходит похожее явление, и кажется, что объекты притягиваются друг к другу, в то время как они просто следуют кривизне геометрии по прямой. Однако картина упругой ткани все еще вводит в заблуждение. И правда, можно подумать, что если пространство-время может изгибаться, то это потому, что существует измерение более высокого порядка. Вот тут, например, кажется, что двумерное полотно провисает в третье измерение. В реальности это не так, и математика относительности не требует никакого измерения более высокого порядка, чтобы Вселенная изгибалась. Поэтому предпочтительнее представлять вид на это полотно не сбоку, а сверху и с координатной сеткой для иллюстрации кривизны. Тут же можно восстановить трехмерность пространства, в котором мы живем.
Наконец, самая важная проблема данного представления – наша диаграмма полностью игнорирует временное измерение. Пространство-время – объект с 4 измерениями, 3 измерения пространства и еще одно измерение времени, которое точно так же может гнуться и искривляться. Достоверно изобразить четырехмерную геометрию невозможно, поэтому без хитрости не обойтись. Во-первых, в каждой точке пересечения координатной сетки можно добавить маленькие часы. Таким образом, пространственная сетка станет пространственно-временной. И мы понимаем, что в зависимости от расположения на сетке время течет по-разному. И все же добавление часов на диаграмму не дает нам больше интуитивного понимания. И прежде всего, мы по-прежнему не понимаем, что заставляет объекты падать. Если мы оставим яблоко, например, то почему оно начнет двигаться по направлению к Земле? Чтобы по-настоящему понять это, нужно исключить одно измерение пространства, чтобы изобразить временное измерение. Фактически, именно временной компонент кривизны объясняет притяжение. С помощью подобной диаграммы мы видим, что яблоко постоянно находится в движении. Даже с нулевой начальной скоростью в начале падения, яблоко все равно движется во времени, оно движется вперед в будущее. В отсутствие каких-либо сил, действующих на яблоко, кривизна пространства-времени постепенно будет изгибать траекторию яблока между временной скоростью по направлению в будущее и пространственной скоростью по направлению к Земле. Яблоко движется по прямой, но кривизна пространства-времени поворачивает ориентацию этой прямой между временем и пространством. Таким образом, мы понимаем, что если яблоко падает по направлению к Земле, то это потому, что оно начало со скорости во времени. Искривление пространства-времени, вызванное Землей, просто перевело временную скорость в скорость пространственную. При этом, будучи людьми, мы не воспринимаем временную скорость объектов. Когда яблоко размещено, нам кажется, что оно неподвижно. Мы не воспринимаем тот факт, что оно движется во времени. С нашей точки зрения, мы воспринимаем мир мгновение за мгновением. И эта диаграмма, на которой объекты образуют туннели во времени, мировые линии объектов, не так уж интуитивна. Поэтому нашим последним шагом будет нарезать эту диаграмму, отделить мгновение за мгновением, чтобы получить анимацию, в которой учтено время. Кривизна Вселенной, которая заставляет эти прямые линии нырять на Землю, становится движением сжатия. Скорость этого сжатия постоянна и непрерывна, поскольку кривизна пространства-времени, которая зависит только от массы Земли, всегда одинаковая. Однако очень важно понимать, что геометрия на самом деле не сжимается. Фактически прямые линии становятся ближе друг к другу, что и дает ощущение сжатия. Похожее явление происходит на поверхности сферы. Кривизна сферы постоянна, но кажется, что прямые линии бесконечно сближаются. Именно такое визуальное представление общей теории относительности я считаю наиболее подходящим. Земля из-за своей большой массивности деформирует пространство-время, задавая его кривизну. Для нас кривизна пространства-времени кажется нескончаемым сжатием сетки. Технически говоря, объем, содержащийся между геодезическими линиями, сжимается со временем из-за кривизны. Данная сетка, которая сжимается, представляет то, что мы называем инерциальными системами отсчета, которые находятся в свободном падении. Применительно к этой сетке, тело, на которое не действуют никакие силы, продолжит двигаться. Таким образом, если мы разместим яблоко с нулевой начальной скоростью и при отсутствии сил, действующих на него, яблоко будет оставаться неподвижным относительно сетки, но по мере сжатия сетки яблоко будет падать.
С таким визуальным представлением относительности также легко заметить, что поверхность планеты постоянно ускоряется вверх, потому что она всегда идет против естественного движения сетки. И, наконец, если мы разместим объект в стороне с начальной скоростью больше нуля и в отсутствии сил, действующих на него, то из-за этого он продолжит двигаться по прямой внутри сетки. Но по мере сжатия сетки, объект непрерывно тянется обратно к Земле. Именно так Луна вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Перевел и озвучил Voice Power. Но это потрясающе, это совершенно новые форматы. Вы же обратили внимание? То есть это... What science is and how and why it works. Мне не нравится, как иллюстрируют атомные орбитали. С одной стороны, есть простенькие схематичные изображения, где вроде бы все ясно. Но таких рисунков много, все они разные и дают лишь общее представление о том, что у атома есть ядро и электроны. Есть анимированные варианты, изображающие случайный характер расположения электронов. Уже лучше, но все равно это упрощенная картина, лишь отдаленно передающая, что же такое атом. С другой стороны, орбитали атомов показывают в виде размытых облачков, шариков или пончиков. Пожалуй, технически получается ближе к истине, относительно ближе. Но и они не отражают того, что происходит на самом деле. Как эти бесформенные штуки связаны с электронами? Электроны внутри или на поверхности? Почему в одних случаях это капли, а в других пончики, некоторые из которых еще и радужные? Почему так сложно показать, как выглядит атом? Я хочу, чтобы изображение атома отражало его реальные свойства, ведь атомы — это не просто какая-то абстракция. Схема Солнечной системы, конечно, не отражает масштаб, зато отлично иллюстрирует другие важные особенности, что все планеты движутся примерно в одной плоскости, одни ближе, другие дальше. А чем ближе планета к звезде, тем быстрее она обращается. Все наглядно. Вот чего мне не хватает в иллюстрации атома — наглядности. Вот что, мне кажется, должна отражать хорошая иллюстрация. И не только ради достоверности, но и чтобы ответить на вопросы, которые непонятны лично мне. Где все-таки находится электрон? Какая у него скорость? Какая энергия? Каков масштаб этого изображения относительно прочих? Да, корпускулярно-волновой дуализм квантовой механики не позволит напрямую описать некоторые атомные свойства бытовым языком, скажем, положение электрона. Но можно провести такую аналогию. Представьте, что волновая функция — это вода, а частица — это попавшая в нее соринка. Положение соринки зависит от движения воды, а оно рассчитывается с помощью уравнений, описывающих, как поведение воды зависит от условий. Если переложить эти уравнения на атомные орбитали и визуализировать их в 3D, вот что получится. Красиво, правда? Вот еще. И еще. И еще. Я сделал кучу таких моделек, и все они завораживают своей красотой. Согласитесь, атом водорода очень симпатичный, как в основном, так и в возбужденном состоянии. Мне особенно нравится структура и детализация картинки. На ней отчетливо видны орбитали, а главное, понятно, что это ведь по ним что-то вращается. Правда, есть одно «но». Шарики здесь — это не отдельные электроны. Все их множество отражает волновую функцию отдельного электрона, а каждый шарик — это его возможное положение. Чем плотнее скопление, тем выше вероятность, что электрон находится именно там, а чем дальше орбиталь находится от ядра атома, тем выше энергия находящегося на ней электрона. Движение шариков показывает ток вероятности и в какой-то мере отображает момент импульса электрона. Это не траектория движения. Хотя, если говорить о траекториях Бома, то это действительно траектория электрона. Пусть с этим разбирается философия физики. Главное, что эти модели основаны на волновых функциях электронов и представлены в привычном для нас виде, на языке света и тени трехмерных движущихся объектов. Вот она, наглядная иллюстрация. Еще и симпатичная. Надеюсь, вам тоже понравилось. Да, я понимаю, такие трехмерные схемы сложно рисовать.
Если хочется чего-то более схематичного, мне кажется проще и точнее всего изобразить атом с помощью 3 p-орбиталей с одинаковой энергией. На первой электрон вращается в одну сторону, на второй — в другую, а на третьей — перпендикулярно, но мы не знаем в какую сторону. Именно поэтому шарики на орбитали по центру не двигаются, а на рисунке третья орбита показана пунктиром. Вы также можете добавить по электрону на каждую орбиталь, или по 2, с разными спинами. Данная визуализация одобрена каналом «Минутка физики», хотя 3D-модельки мне нравятся больше. Коллеги, давайте перед тем, как пойти на обед, скажем друг другу, что вы думаете по поводу этих двух моделей. У нас сейчас сессия называется «Как устроен мир», и вот визуализации и так далее. Что вы про это думаете? Второе видео очень хорошее, когда нам, детям, сложно объяснить представление о расположении электронов по орбитали. Это видео очень поможет. Они визуально увидят, как это на самом деле. А на словах мы в классе уже не можем это все рассказать. Одни это улавливают, а другие сидят. О чем вы? Ну, тогда... У меня целый набор таких видео, это мы просто примеры показали, но а по поводу визуализации относительности, потому что про это вообще никто никогда не понимает, кроме... Очень хорошо. Потому что у меня есть такая история про форму пространства, про форму времени, про формы, понимаете, там каждой... Ситуацию мы подобрали, и главное теперь вот по этой циклу, которую, да, то есть как бы это с ними обсуждать.